Наш эфир продолжит брифинг по паводковой обстановке в республике. Предлагаем послушать. Добрый вечер. Расскажите о ситуациях на реках Якутии. Добрый вечер. На реке Лена активная фаза ледохода проходит по территории Жиганского и Кобяйского района. У села Арбен Намского района уровень воды составляет 940 сантиметров, минус 3 сантиметра за 4 часа. При критическом уровне 897. В ближайшие сутки ожидается постепенное снижение уровня воды на территории Намского и Кобяйских районов. На реке Алдан активная фаза ледохода вышла в устье. В ближайшие сутки рост уровня воды возобновится у реки Томмот. На участке Петропавловск-Эльдикан наблюдается прохождение максимума паводка. И общий объем составляет 2,8–3,5 метра. В ближайшие сутки на участке Походский перевоз Хандыга ожидается формирование максимальных уровней паводка и дополнительный рост. По реке Амга в ближайшие сутки формируется максимум второй волны весеннего половодья, и дополнительный рост составит 20–40 сантиметров. На реке Вилюй активная фаза ледохода наблюдается на территории Кобяйского района. Нижняя кромка ледохода вышла в устье. Верхняя кромка ниже села Хатырык-Хомо Кобяйского района уровень воды 1081 сантиметр, плюс 3 сантиметра за 4 часа. При критическом уровне 1158 сантиметров. Идет густой ледоход, навалы льда. На реке Колыма активная фаза ледохода наблюдается на территории Среднеколымского района. У поселка Зырянка возобновился рост уровня воды. В ближайшие двое суток дополнительный подъем составит 50–70 сантиметров. В Намском районе от воды всего освободилось 11 населенных пунктов. Между Хатырык и Маймага проводятся подготовительные работы по восстановлению проезда. В развернутых 3 пунктах временного размещения остаются 183 человека. Остальные отселены или выехали к родственникам. Из республиканского резерва выпущено имущество на сумму 5,5 миллионов рублей. Это тепловые пушки, мотопомпы, полевые кухни, генераторы, а также нефтепродукты в объеме 14,5 тонн. Также выпускается резерв лекарственных средств и медицинских изделий в плане на 23 мая. В Намском районе развернуты 2 мобильных госпиталя в селе Хатырык и Графский берег. За медицинской помощью обратилось 294 человека. В населенных пунктах, освободившихся от воды, организованы субботники по санитарной очистке. Дезинфицирующими средствами обеспечены. На контроле прохождения паводка в северных районах. Спасибо. В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. В Якутию прибыл министр МЧС России Александр Куренков. Министр оценил готовность группировки сил и средств, привлеченных к ликвидации последствий стихии. Получить квалифицированную помощь онлайн. С прошлого года в Якутии работает система теле-ЭКГ в кардиососудистом центре. Расскажем о результатах инновации. Пришли откуда ожидали. В Нерюнгринском районе зафиксировали 5 случаев нападения клеща на человека. Торжество балета во всей красе. С 31 мая по 7 июня в столицу республики съедутся артисты Большого и Мариинского театров. Рекорды будут, цель близка. Расскажем, как ведется подготовка к 8-м международным спортивным играм «Дети Азии». Населенные пункты Намского района постепенно освобождаются от воды. Активно идут работы по восстановлению социальных, транспортных и энергетических объектов. Оказывается адресная помощь. За работами в селе Хатырык наблюдал мой коллега Петр Васильев. Ну вот где-то вот так. Ага. Вот тоже видно будет. Козырек получается. Козырек, почти. Алексей с супругой живут в доме на улице Набережной с 91 года. Недавно сделали в нем свежий ремонт. Обновили обшивку, заменили двери. Вода, пришедшая буквально за несколько минут, перевернула все вверх дном. Все затопило. Вот, начиная от нашего дома, все вот он сразу видно, тот, да, по окошку видно, да, чернота, да. Вот представьте, тот участок чуть еще на высоте стоит, чем моя. Вот здесь.
Еще один дом в самом центре поселка, он пострадал чуть меньше. Вода дошла до окон и полностью затопила двор и огород. Как признаются его жильцы, когда они вошли в дом, вся утварь плавала буквально под ногами. Мы-то немножко убрали это, документы и все, чуть-чуть повыше. Думали, там может до заваленки. Оказывается, метр. Помогают и помогут, наверное, так. Глава Вашея Арсения Сергеевича. Верю. Короче, беды не Беды не ставят. И таких домов в селе больше 200. Практически все они в разной степени попали под разгул стихии. Первоочередная задача – восстановить документы и оценить ущерб. Это документы, подтверждающие право на недвижимость, выписка из ЭГРН, свидетельство о состоянии на налоговом учете, ИНН. Также снился. Помимо этого мы принимаем заявление на оказание единовременной помощи, единовременной выплаты и оказание финансовой помощи при утрате имущества первой необходимости. Ситуация в селе Хатырык и других пострадавших от паводка населенных пунктов Намского района на особом контроле республиканских и федеральных властей. Сегодня ход восстановительных работ проверил глава Якутии Айсен Николаев и глава МЧС России Александр Куренков. Деньгами финансово помогут, а вот то, что касается работы непосредственно и администрации населенного пункта, и вот Александр Сергеевич как представитель, как руководитель республики, обязательно помощь будет. В самом селе большой воды уже не осталось. О недавнем разгуле стихии напоминают только частично затопленные несколько дворовых территорий и вот такие вот затопленные внутрипоселковые дороги. Впереди самое главное – восстановительные работы по всем фронтам, чтобы как можно быстрее вернуться к прежнему ритму жизни. Петр Васильев, Георгий Григорьев, село Хатырык, Намский улус. Населенные пункты Намского района постепенно освобождаются от воды. Активно идут работы по восстановлению социальных, транспортных и энергетических объектов. Оказывается адресная помощь. Так, в селе Хатырык восстановили электроснабжение, ведется ремонт затопленных участков дорог. Жителям села оказывается помощь в восстановлении документов. Работают бригады медиков. В пункт временного размещения, расположенный в здании средней школы со всей республики, продолжает поступать гуманитарная помощь. Сюда приносят вещи из города, с Намского улуса. Почти вся республика помогает. И мы тут сортируем женские, мужские одежды, детские одежды и отправляем вот в соседние села. Благодарны очень, потому что некоторые жители вообще 100%, у них дома 100% ушли под воду, поэтому у них даже одежды нету элементарных, и поэтому благодарны. У выпускников школ завтра наступает День Х. Более 2000 11-классников будут сдавать ЕГЭ по химии, географии и русской литературе. Сейчас уже подготовлены все аудитории, подключены видеокамеры. За ходом экзаменов будут следить ответственные работники и общественные наблюдатели. Выпускники районов, пострадавших от паводка, будут сдавать госэкзамены по плану. К слову, по результатам экзаменов ученики, написавшие ЕГЭ на 100 баллов, получат премию главы республики в размере 100 тысяч рублей. Еще ЕГЭ, да, особенностью этого года это возможность пересдачи и получения более высоких результатов, да, баллов на ЕГЭ. Да, 4-5 июля будут организованы эти дни пересдач, да, а заявления на пересдачу будут приниматься за 6 дней, но не позднее 2 дней до начала пересдач. Да. Если мы говорим о Намском и Алепинском районе, да, в селе Первый Нерюктянинск, завтра ЕГЭ сдает один ребенок. Он сегодня уже переезжает в город Алепинск для того, чтобы завтра успешно сдать свой экзамен. Да. А по Намскому району 2 ребенка, которые будут переходить на резервный день сдачи ЕГЭ. Объем производства отечественной фармацевтической продукции вырос на 616 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения страны Сергей Глаголев. Он добавил, что российский фармрынок в настоящий момент составляет в финансовом выражении 2,3 триллиона рублей. При этом в России производится 70% лекарственных препаратов. Увеличился объем относительно дорогостоящих препаратов, потому что отечественные, как правило, всегда более доступны на нашем рынке, отметил Глаголев.
С прошлого года в Якутии работает система теле-ЭКГ в кардиососудистом центре. С помощью данной системы пациенты в отдаленных селах могут получить квалифицированную помощь онлайн. Круглосуточная регистрация и дистанционная передача ЭКГ позволяет значительно улучшить доступность медицинской помощи. Подробности расскажет Даяна Федорова. Илью Иванцова с Андрейсом экстренно госпитализировали из Алданского района с диагнозом инфаркт. В ночь его поступления в кардиососудистый центр его прооперировали. Благодаря системе теле-ЭКГ и оперативному онлайн-взаимодействию с коллегами из района самочувствие пациента приходит в норму. Сразу приехал, 2 часа ночи, сразу взяли анализы и положили, и сделали операцию в течение часа. Центр хороший, врачи хорошие, специалисты. Нормальное самочувствие. Лучше, чем было. Дистанционный консультативный центр курирует работу 24 центральных районных больниц, из которых 13 расположены в арктических районах. Чаще всего пациенты обращаются по профилям кардиология и неврология. Основными функциями ДКЦ являются организация и проведение круглосуточной консультации с применением телемедицинских технологий с медицинскими организациями 1, 2 и 3 уровня. Также выявление и мониторинг в медорганизациях больных систем кровообращения. За весь период работы системы выполнено более 7 тысяч телемедицинских коммуникаций, а с начала текущего года порядка 1500. По результатам онлайн-консультаций проводят экстренную и плановую госпитализацию пациентов с болезнями системы кровообращения. Кроме телемедицинских консультаций, это подразделение занимается консультированием врачей-функционалистов. Здесь происходит расшифровка электрокардиограмм и суточных электрокардиограмм, поступающих по оптоволоконной линии интернета со всех концов нашей республики. Система теле-ЭКГ улучшила доступность медицинской помощи, что особенно важно для пожилых, проживающих в отдаленных районах республики. Благодаря данной системе значительно сократилось время от начала заболевания до предоставления квалифицированной помощи. Даяна Федорова, Григорий Хлопков, Якутск. На сегодняшний день с начала сезона в Нерюнгринском районе зафиксировали 5 случаев нападения клеща на человека. Однако 4 из них привозные случаи, зафиксированные на трассе со стороны Приморья и Амурской области. Один случай зарегистрирован в Южной Якутии в районе поселка Чульман. Клещи сняты с нерюнгринцев и направлены на исследования в Центральную лабораторию Якутска. В связи с этим Роспотребнадзор обращает внимание на необходимость ежегодной и своевременной профилактической вакцинации, которая позволяет обеспечить защиту организма от опасного вируса. И не менее важна неспецифическая профилактика, средства защиты и закрытая одежда в лесных зонах. На текущий момент у нас, в общем-то, серьезно уже начата работа по активной иммунизации посредством применения вакцин противоклещевых. И первую вакцину получили уже более 2500 человек на территории района. Полную вакцинацию прошли уже практически 900 с лишним человек, из них 130 – это дети. Кроме того, проводится серьезная работа по вакцинации работников, заезжающих на нашу территорию со стороны других регионов. И сейчас охват вакцинации против клещевого энцефалита составил порядка 31% от всех работников, приезжающих для работы вахтовым методом. Заниматься предпринимательской деятельностью или расширить подсобное хозяйство – все это удается инвалидам при заключении социального контракта. Раньше из-за повышенной пенсии им не удавалось получить финансовую поддержку. Сейчас по специальной программе их доход учитывается в размере 1,5 прожиточного минимума. Так, 83 человека с инвалидностью подписали соцконтракты, они защитили бизнес-проекты и получили господдержку до 500 тысяч рублей. Сельские хозяйства Ленского района приступили к посевной кампании. В этом году планируется посадить 534 гектара картофеля и 89 гектаров овощей открытого грунта. В районе посадкой овощных культур занимается 27 крестьянских хозяйств. В селе Южная Нюя предприниматели уже приступили к посадке картофеля, а также моркови. Из бюджета района в этом году выделили более 3 миллионов рублей на приобретение семенного картофеля и его доставку. 9 крестьянских хозяйств получили средства на приобретение минеральных удобрений и покупку техники. Нынче планируем увеличение, картофель у нас увеличится на 2%, а овощи на 5%. Вот. Ну, на сегодняшний день, буквально вчера информация поступила у нас по Нюе.
Южная Нюя уже начала посадку картофеля. Также посадили морковь, свеклу по гектару. Ну, это уже Нюя. Посевной все готовы. Празднику балета «Быть». Якутия готовится к 11-му Всероссийскому фестивалю классического балета «Стерх». С 31 мая по 7 июня в столицу республики съедутся артисты из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Уфы, Алматы и Минска. Как готовится труппа Якутского театра оперы и балета, смотрите в материале Вероники Таюрской. Изящество и грация. Балетная труппа театра оперы и балета готовится к 11-му Всероссийскому фестивалю «Стерх». Сейчас артисты репетируют постановку «Спартак». За неделю зрители увидят настоящие шедевры русского балета. Это произведения «Лебединое озеро» Петра Чайковского, «Баядерка» Мариуса Петипы, «Спартак» Арама Хачатуряна. На закрытии фестиваля покажут и балет «Сияющий камень», поставленный специально для Дней Якутии в Казахстане. На закрытии фестиваля зрители увидят в первом отделении премьеру одноактного этнобалета «Сияющий камень», который мы уже показали в рамках больших гастролей в Казахстане и Кыргызстане, и он имел большой успех. Во втором отделении зрители увидят гала-концерт с участием наших гостей. В рамках фестиваля покажут восточную легенду о несчастной любви Баядерка. Балет повествует о храмовой танцовщице Никию, воине Салоре и великом Брамине. Одну из ролей в постановке исполняет Мария Кузьмина. Балерина впервые исполняет роль Гамзати в постановке и очень волнуется. Я готовлю балет «Баядерка». У меня будет премьера в роли Гамзати. Готовимся хорошо, но сложно тем, что у нас будет партнер приезжий, поэтому чуть-чуть волнительно. Моя героиня – дочь Раджи, влиятельная, уверенная в себе девушка, которая борется за свою любовь. Знаменитое «Лебединое озеро» Петра Чайковского также покажут в рамках фестиваля. Балет, построенный на таком светлом чувстве, как любовь, рассказывает о коварстве и победе над ним. Роль злодея, пытающегося помешать главному герою, исполняет солист театра оперы и балета республики Владимир Данилов. Я исполняю партию Ротбарта в балете «Лебединое озеро». Он является антагонистом. Он выдумка главного героя считается. Он подначивает его, околдовывает каждый раз. Такой злой гений. Всероссийский фестиваль «Стерх» берет свое начало с 2000 года и проводится раз в 2 года. В 2024 году он проводится с 31 мая по 7 июня. Вероника Таюрская, Станислав Потапов, Якутск. В медцентре презентовали книгу «Мечта нейрохирурга Семенова», где собраны воспоминания и публикации о заслуженном враче Российской Федерации, нейрохирурге высшей квалификации Прокопии Николаевиче Семенове. В 1992 году под его личным участием и руководством было открыто нейрохирургическое отделение в Якутском клинико-диагностическом центре, где впервые были освоены многие высокотехнологические нейрохирургические операции высшей степени сложности. Инициатором стал коллектив Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины. Писали воспоминания его коллеги, его младшие коллеги, те, которые с ними начинали работать. И вообще сама книга охватывает события 50-х, 60-х, 70-х, 80-х, 90-х и начала 21 века. Вклад Прокопия Николаевича в нашу трудную профессию неоценим. За его спиной тысячи спасенных жизней. Это как бы профессия очень сложная, но Прокопий Николаевич он, был очень профессиональный и всегда использовал инновационные технологии. То есть то, что было нового, он все внедрял здесь. В Якутске начались тренировки по художественной гимнастике к участию в 8-х международных спортивных играх «Дети Азии». Всего представлять Якутию будут 16 спортсменок в 2 сборных командах. Спортсменки готовятся выполнять групповые упражнения, участвовать в командном зачете и выступать в индивидуальных программах. Подробнее о том, как проходят тренировки, смотрите в следующем сюжете.
Спортсменки тренируются по 7 часов в день. В рамках заключительного этапа подготовки они примут участие в 2 турнирах. Генеральной репетицией перед играми «Дети Азии» станут городской и республиканские старты. Девочки у нас тренируются 2 раза в неделю по 7 часов, с 10 до 2 и с 4 до 7, 6 дней в неделю. У нас соревнования начинаются 27 июня, 26-го опробования, вплоть до игр у нас будет такой режим. То есть составы у нас сформированы. Просто мы постоянно находимся в движении, постоянно находимся в усложнении программ, чтобы представить это все в лучшем виде. Для подготовки команды в Якутск была приглашена заслуженный мастер спорта России по художественной гимнастике Нина Лазарева. Именитая спортсменка работает с якутянками 2-й раз, корректируя программу выступления. Сначала у нас была работа, и когда я приезжала к девочкам 1-й раз, мы сначала приезжали вычищать программу, то есть это была работа по частям. То сейчас уже перед стартом у нас осталось очень мало времени, мы уже работаем на качество и на оттачивание именно всей целой программы. То есть я, в принципе, работаю то, как со мной работали в Нижнем Новгороде, где я, собственно, тренировалась, и в сборной России. На международных играх «Дети Азии» этим летом спортсменки выступят в 2 композициях. Это булавы и обручи. И одно из отличий от индивидуальных выступлений – это твой партнер, который должен в точности поймать обруч. Спортсменки проводят много часов за тренировками, оттачивая каждое движение до совершенства. Под руководством опытных тренеров они учатся выполнять сложные элементы, развивают гибкость и пластичность. Настрой хороший, боевой. Подготовка идет хорошо. Сейчас делаем упражнения с булавами, работаем над частотой упражнения. Прогоны мы делаем под музыку полностью все упражнения. То, что нам поставили, поменяли, должно быть все чисто, красиво. Мы должны держать осанку, держать красиво руки, попадать в музыку, еще улыбаться. Соревнования по художественной гимнастике в рамках 8-х игр «Дети Азии» пройдут с 27 по 29 июня в спортивном комплексе «Дахсун». За 3 соревновательных дня будут разыграны 8 комплектов медалей. Якутия на правах хозяйки соревнований будет представлена 2 командами. Девочки, вы готовы к соревнованиям? Мы верим в себя, и у нас все получится! Ура! Дарья Короленкова, Нюргун Старостин, Якутск. К грядущему старту готовятся не только спортсмены. В Якутске продолжаются ремонтно-строительные работы объектов, которые будут задействованы во время проведения игр. Так, сегодня представители Олимпийского комитета России и антидопингового агентства «Русада» проверили готовность школы номер 39. Тему продолжат наши коллеги. Программа грядущих 8-х игр «Дети Азии» включает в себя не только соревнования, но и множество культурных, развлекательных и просветительских мероприятий. Так, в школе номер 39 во время игр пройдут форум юных олимпийцев и образовательные программы. Помимо этого, в здании образовательного учреждения будут развернуты пункт питания и тренировочная площадка. Готовность у нас стопроцентная, потому что задействована вся техническая сторона нашей школы. Но также как объект, как новый объект, мы, в принципе, имеем возможность принять такого уровня мероприятий. Образовательный форум юных олимпийцев будет открыт 27 июня. В нем примут участие юные воспитанники якутских спортивных школ и участники игр. В рамках форума запланированы встречи с именитыми спортсменами, покорившими вершины спорта, в том числе высшую ступень пьедестала Олимпийских игр. Участников игр «Дети Азии», а для которых игры «Дети Азии» – это спортивная платформа именно начального этапа, начальной стадии, они смогут воочию увидеть, ознакомиться с тем прекрасным опытом, который есть у взрослых спортсменов, у именитых спортсменов, а также они на себе почувствуют, что такое спортивная карьера, большой мир большого спорта. Также 30 июня в школе пройдут образовательные программы проекта «Путь к Олимпу», где молодых спортсменов познакомят с антидопинговыми правилами. Здесь мы начинаем правильный путь. Мы хотим, чтобы юные спортсмены, начинающие спортсмены, уже профессиональные спортсмены ознакомились с антидопинговыми правилами в рамках образования
а уже потом речь шла о возможном их тестировании. Все эти мероприятия нацелены на прививание юным спортсменам идеи олимпизма и повышение ответственного отношения к своей карьере. Ведь в спорте побеждает тот, кто безустанно идет к своей мечте и чтит правила честного соперничества. Власий Сергеев, Тимур Калмогоров, Аэлита Махно, Якутск. В состав команды Дальнего Востока на играх «Дети Азии» вошли лучшие спортсмены из 10 регионов – Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Камчатского, Забайкальского, Хабаровского, Приморского краев, Республики Бурятия, Чукотского и Еврейского автономных округов. Объединенная сборная дальневосточных регионов принимает участие на играх «Дети Азии» с 2012 года. По сообщению тренеров команд, сегодня ребята активно готовятся к предстоящим играм в Якутске. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Увидимся чуть позже.